постковидный период, он будет очень отличаться от предыдущих кризисов, и насколько мы это поймем и сделаем конкретную стратегию, насколько мы будем успешны. Мы в Таджикистане видим очень огромный новый потенциал, и учитывая, что в нашей стране порядка 60% населения это молодые люди до 30 лет, мы видим, что, например, в этой ситуации использование этого потенциала является очень значимым и успешным. Вот, я вам просто некоторые примеры расскажу. В Таджикистане на сегодняшний день, несмотря на вот ковидные ситуации, в прошлом году у нас был создан лаборатория искусственного интеллекта. Молодые ребята, которым по 25-30 лет, они эту лабораторию создали, и они уже первые продукты с учетом технологий искусственного интеллекта уже представили нашим банкам. Кроме этого, молодые ребята, наши таджикские ребята, стали соучредителями компании, которая сделала за очень короткий период один из очень успешных продуктов для Microsoft. Вы знаете, вот буквально 3-4 года тому назад это была бы какой-то сказкой, но на сегодняшний день, с учетом того, что мир очень сильно меняется, эта ситуация, как бы, мы его видим, и мы видим очень большой рост для этого направления. Кроме этого, в Таджикистане сейчас разрабатывается новый налоговый кодекс, ведется очень большая работа по анализу текущей инвестиционной политики страны. И я считаю, что в постковидном периоде, с учетом наших возможностей стран бывшего Советского Союза и специфики экономики их, мы сможем очень многое сделать для улучшения жизни и жизнедеятельности наших народов. Зеленая энергия, зеленая промышленность для нашей страны, они на сегодняшний момент тоже являются одним из драйверов роста. Изменение климата, изменение ситуации в мировой экономике и, естественно, дают нам возможность думать об этом. 98% электричества в Таджикистане производится в гидроэнергетическом секторе, и это тоже дает нам возможность развивать именно кластер зеленой энергии плюс и зеленую индустрию. Из 5 commodity металлов, которые в мире есть, и очень востребованность большая, в Таджикистан входит в тройку лидеров. Понимаете? Об этом очень мало, к сожалению, знает. Мы сейчас ведем большую работу для того, чтобы дать возможность, чтобы в таджикский горнорудный сектор пришли новые инвесторы и новые технологии. Я считаю, что взаимодействие наших стран в регионе даст возможность, чтобы, я еще раз подчеркиваю, с учетом специфики, исторической специфики, природной специфики, геологической специфики, можем друг друга дополнять и в конечном итоге стать конкурентоспособной экономикой мира. Поэтому я очень рад, что мы сегодня в этом форуме встречаемся. Приглашаем вас в Таджикистан.